Это радиус 180 километров. Нет, подождите, ну общий я не по критериям говорю. Усть-Куломский. Как? Усть-Куломский. Усть-Куломский. То есть вы оттуда, да? А глава вот сидел... Это глава района, да? Это район. Отлично, у вас такой молодец был. Это Усть-Куломский, да? Да. Значит, ну как минимум у нас там 4-5 районов. Ижимский у нас, вот я с Ижимского района. Давайте, нет, нет, на самом деле можно сказать, что были главы тут из Сысольского района, кто тоже очень активно сейчас обсуждал. Глава Усть-Вымского района был. Давайте запишем. Нет, Сысольский, Усть-Вымский, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, у нас есть списки всех участников контактов? Да, Все да, есть? да, все. Хорошо. Извините, что мы следующему докладчику тут помешали. Пожалуйста. Можем начать, да? Да. Давайте, Ольга. Лена, да. На самом деле здесь плакат у нас небольшой. Вот. Потому что, ну, как бы сказать, есть формальная часть, да, формальная. Мы уперлись за 70 лет, что формально ничего не работает. Нужна, самое главное, инициатива. То есть нужны не весь процесс описывать сейчас, как будет работать община, потому что это невозможно смотреть в будущее, невозможно. Можно смотреть сегодня или завтра, в неделю, там, 2, пока не забудем эту тему. Вот. Можно смотреть только в одно. Создание, инициатива создания, как будет создаваться община. Вот. Мы нарисовали 5, потому что это красивая, и звездочка это красивые символы, потому что вот, зарождение это наш самый первый пункт, вот как бы каждый должен понять, что родится ребеночек очень слабенький, очень, это община, это не сразу 100 человек подписались, которые, а это 1, 2, 3. Может быть, они будут национально объединены, потому что татары, может быть, это будет узбеки на территории Коми, может быть, это будет настоящий Коми, украинцы там, а может, это будет просто род. То есть объединились, давайте соберемся родственники и выделим, кто у нас это. И у нас есть практика в этом, мы действительно башлялись, что называется, на маленький проект кому-то. Но, как правило, его деньги быстро теряются. Там, вот зарождение, вот отнестись к процессу рождения общины очень внимательно и на этом зациклиться сейчас только на... Мы говорили выделить роды и так далее. Ну, это скинуться на копеечно, на обозначить тему. Потом, безусловно, эти зародыши укрепить маленькими делами внутри. А уж потом, там, может быть, разделять рынок. Там, в смысле. И первое, самое я хотел сказать, что не бойтесь влюбляться, то есть имеется в виду создавать. Потому что не надо смотреть ни на администрацию, ни на законы, ни на как вы будете делить. Очень важно. Делить. Нужно, я вам говорю, я прожил в Казани много, я учился в Казани, там, я знаю, как работают в Казани там, и так далее. Они выделяют лидера не по интеллекту, но по возможности говорить открыто, прямо, добросовестно, честно. Ну, вот это лидер. Это не специалист, это не инженер, это не юрист и так далее. Это честный человек. Вот, лидер. И в этой общине будущее. И татары, я знаю, это как только. И в Коми у нас, кстати, по-другому все, мы потом еще обозначим. Когда будет создаваться община, все надо делить поровну. Если у кого-то трактор есть, платить ему за амортизацию трактора, копеечку. Но все должно быть поровну, потому что иначе развалится на завтрашнем буквально. Коми и в татар, и в узбеков все валится, как только начинает кого-то выделять. Вот община, она основывается на тех, что признает всех способными. И не брать слабеньких, малоумных, полуумных там, и так далее, активных. Вот они создают общину. А остальное все это работники, это уже не думайте, что село будет общиной. Нет, там будет вот такая костяк, который будет называться общиной. Остальные их как узбеки, в общем, работать, что-то сделать, принести, отнести. Вот, как бы наша модель маленькой. Как вас зовут? Фамилия? Владимир. Спасибо. Ну что, мы уже полчаса перебрали. Значит, спасибо огромное докладчикам. Очень разные подходы, да, так разные точки зрения, но, значит,
Можно еще на минутку, или вы торопитесь, да? Посидите, Уже пожалуйста. полчаса у нас мужчинок. Понятно, извините. Значит, готовы? Значит, я-то надеялся, что когда мы обо всем этом говорили, мы говорим о каких-то шагах после семинара вот сейчас. То есть вот что конкретно в республике будет делать. И да, я понимаю, что разработка вот этого плана действий, это будет на организаторах, на ассоциации и может быть на вас. Да? То есть вот как-то небольшой группой собраться дистанционно и разработать план действий. Но поднимите руки, кому интересно в этом удаленно дальше или фактически участвовать. Вот самое важное, чтобы сейчас не потерялось, во-первых, все сигналы живут неделю. Через неделю сила сигнала теряется. и Чудо всё. держится 3 дня. Так Ну и да, вот. максимум, да, неделю. Значит, первое, давайте мы договоримся о каких-то действиях. Мы можем создать группу ВКонтакте, которая называется, ну типа что там, локальная экономика Коми. Да? Давайте я ее создам. Общины Смотрите, я ее создам, и будет кто-то соорганизатор из Сыктывкара. Дмитрий, может Дмитрий, Отлично. Значит, мы создадим группу, и вы все в нее вступаете, чтобы был коммуникационный центр. Дальше я делаю ссылку на эту группу в нашей большой группе. Да? Дальше мы разрабатываем какой-то план действий вместе с Юрием Викторовичем и с кем-то еще, да, кого ассоциация подключит. И мы про это вас извещаем и вас приглашаем. Да? А вы от ассоциации, да? И от правительства. Да. Значит, а вы тогда, если можно, как-то в группе, в этой группе какой-то коми-материал, какие-то интересные истории про себя, про свой район, туда, если можно, значит, приносите, да? Ну, то есть по ТОСам материала очень много. Есть отдельная страница, да. Их можно... Отдельно здесь нового материала очень много. Ну вот, значит, дальше материал из коми сюда.